Родина, Атан – это самое важное, самое дорогое и всеми любимое слово. У каждого человека есть своя родина. Под этим словом мы понимаем нашу школу, свое прекрасное красивое село, всю нашу огромную республику Казахстан. Приближается самый великий и исторический день для народа – День независимости Республики Казахстан. С этой датой связано воплощение вековой мечты наших предков о свободе, становлении и триумфе Улы-Дала Ели. В книге Менгелик Ель Казахстан приведены самые последние сведения об истории, экономике, традициях и обычаях, культуре, о природных достопримечательностях, национальных блюдах, играх и многое другое. Декабрь 1986 год. Документальная хроника. Данный сборник представляет собой перечень архивных документов, представленных в хронологическом порядке, раскрывающих драматичность событий тех лет. История независимого развития Республики Казахстан неразрывно связана с именем ее основателя и первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Данная книга представляет собой первый опыт официального историко-биографического исследования жизни и деятельности первого президента. В ней прослежен его жизненный путь от простого сельского юноши до национального лидера. Мы – народ Казахстана. Эта книга известного политолога, публициста, поэта, члена Совета Ассамблеи народов Казахстана Олега Дымова посвящена актуальным проблемам национальной политики, результативно проводимой в нашей стране. Сергей Харченко. Казахстан от суверенитета к мировой конкурентоспособности. Автор на основе архивных источников, большого объема научных публикаций, материалов периодической печати периода независимости Казахстана делает попытку исследовать путь республики к мировой конкурентоспособности. Наше государство считается очень молодым, и все лучше у него, как и у нас, впереди. Именно от нас зависит, какой сложится наша жизнь в будущем, каким станет родной Казахстан. Мы гордимся прошлым страны, посвятим жизнь ее настоящему, во имя нашего общего будущего. Счастья вам, процветания нашей Родины. До новых встреч!